сегодня довольно насыщенный выпуск, и помимо хунну упомяну скифов, мадьяр и тюркские народы, так что не переключайтесь. Хунну представляют собой объединение кочевых скотоводческих племен и не только, которые основали первую степную империю во внутренней Азии. С 3 века до нашей эры и по 2 век нашей эры они правили территорией, простиравшейся на своем пике, от озера Байкал на севере до пустыни Гоби на юге, и от западной Маньчжурии на востоке до Памира на западе. А их сложные отношения с соседней империей Хань привели к строительству Великой Китайской стены в ответ на набеги хунну. Но также были периоды торговых отношений, даров, дани и браков по договоренности, что входило в политику гармоничных отношений, принятой в империи Хань. Однако около 130 года до нашей эры китайцы начали проводить более агрессивную политику, что привело к упадку династии Хунну, упоминания о которой исчезли из китайских записей после 2 века нашей эры. Поскольку хунну не оставили письменных источников, большая часть доступной информации об их образе жизни, социальных, экономических и политических системах, а также о военных практиках, содержится в китайских исторических текстах. При этом, ввиду географического положения границы с Китаем, больше информации присутствует о хунну из южных регионов. И хотя археологические раскопки были еще одним важным источником данных, некоторые ключевые аспекты культуры хунну до сих пор не ясны, а именно их биологическая структура, этническая и языковая идентичность и их связь с другими кочевниками Железного века. Термин хунну обозначал как народ, так и политическое образование, но неясно, может ли он быть отнесен к этнической группе, биологической популяции, археологической культуре или, что более вероятно, какой-то их комбинации. Результаты физико-антропологических исследований и особенно сравнительного черепно-лицевого анализа выявили сложную популяционную историю населения империи хунну, преимущественно как смесь между европеоидными и монголоидными этническими группами, несмотря на преобладающую монголоидную внешность. А генетический анализ скелетных останков, обнаруженных в погребениях эпохи хунну, также выявил черты, характерные для восточноазиатских популяций, с примесью западноевразийских. Проще говоря, хунну – это объединение различных племен, населявших обширные территории будущей империи. Причем эти люди говорили на разных языках и представляли предков различных современных этнических групп. Например, представители хунну из Западной и Центральной Монголии, по данным физической антропологии, близки к культурам тюркского круга, а Восточной Монголии к Сяньби и хунну Забайкалья. Существует ряд теорий и мнений по поводу языковой принадлежности хунну. Но интересно, что самые ранние хуннские имена 2 века до нашей эры имели иранский тип. Отсюда и предположение о близости к скифам. Однако часть хунну можно рассматривать также как прототюрков и носителей енисейских языков. С большой долей вероятности это был конгломерат как культурный, так и языковой. Также я понимаю желание многих комментаторов перетянуть одеяло на себя и упростить все до одного народа. Но так не получится, если разобраться. Хотя встречал даже цитаты Карла Маркса в противовес генетическим данным. Но это уже клиника. Так же, как и любительская лингвистика, несмотря на кажущуюся логичность выводов. Иногда такие псевдонаучные теории получали даже господдержку. Это я в временах Ататюрка. А в России подобные направления известны еще с 18 века. Сразу хочу обратиться к гостям канала. В роликах представлены визуализированные обзоры свежих научных работ по различным темам, связанным с древней историей от международных групп исследователей, которые прошли рецензирование. Я не выдумываю результаты и не занимаюсь диванной наукой. Кому интересно, ссылки на источники в описании к роликам. Но вернемся к теме. В новой работе были получены данные ДНК из скелетных останков 52 человек, найденных на кладбище Тамир-Улан-Хошу в Центральной Монголии. Это кладбище использовалось в середине периода хунну, с 1 века до нашей эры по 1 век нашей эры. Тамир-Улан-Хошу расположено недалеко от слияния реки Тамир и реки Архон в Аймаке-Архангай Центральной Монголии. Кладбище занимает территорию в 22 гектара и включает в себя в общей сложности 390 могил, ограниченных каменными кругами. Участок разделен оврагом на западную часть, состоящую из 344 могил,
и восточную часть, состоящую из 53 больших могил до 20 метров в диаметре, отражающих стиль гробниц, типичный для эпохи Хунну и, возможно, принадлежащих элите. Хотя почти все гробницы были разграблены, в захоронениях было найдено много погребального инвентаря, в том числе золотые серьги, стеклянные бусы, керамические кувшины, железные ножи, лаковое дерево, а также импортированные из Китая артефакты, такие как фрагменты бронзовых зеркал и круглые нефритовые камни. Помимо этого, орнаменты в виде четырехлистника, характерные для культуры Хунну, были обнаружены на нескольких гробах. Так же, как и в других гробницах Хунну, рядом с умершими вне гробов, были захоронены головы и конечности овец, лошадей, а также быков. В 48 раскопанных могилах были обнаружены останки 57 человек. Из них 21 мужчина, 17 женщин, и у 19 человек пол определить не удалось. Однако далее в этом деле помогла генетика. Хотя большинство могил были одиночными, в 7 были останки 2 или 3 человек, а 4 могилы были отнесены к культурам тюркского круга. И вот чтобы получить более полное представление о народах, которые составляли группы, известные как Хунну, и получить представление об их происхождении и потенциальных биологических отношениях с другими кочевыми группами, авторы работы исследовали генетическую структуру и родство людей, похороненных в Тамир-Улан-Хошу. С помощью комбинированного анализа ДНК-маркеров, расположенных на аутосомах, Y-хромосоме и целых митохондриальных геномах, генетики реконструировали беспрецедентную древнюю семейную структуру Хунну, вероятно, элитную семью, из 19 человек и 5 поколений. Также авторы подчеркивают, что в работе были использованы маркеры митохондриальной ДНК и Y-хромосомы не на уровне гаплогрупп, а на уровне гаплотипов или маркеров коротких тандемных повторов, что дает более точный результат в попытке распутать генетическую историю Хунну. Анализ коротких тандемных повторов не разрезает ДНК рестрикционными ферментами или своеобразными биохимическими ножницами. Вместо этого полимеразная цепная реакция используется для определения длины коротких тандемных повторов путем образования дополнительных копий участков. Эта длина у каждого человека уникальна и зависит от количества повторов на каждом участке. Этот метод широко используется в судебно-медицинской экспертизе и стал доступен в связи с хорошей сохранностью останков 52 из 57 человек. Результаты. Родственные связи. Благодаря молекулярной идентификации пола удалось выявить 26 мужчин и 26 женщин, что соответствовало доступным физико-антропологическим данным. Попарное сравнение и тест отношения правдоподобия выявили наличие родственников первой и второй степени. Было выделено 5 нуклеарных семей, состоящих из родителей и одного или двух детей. Все они были частью семейной структуры из 5 поколений, состоящей из 19 человек. За пределами этой семьи было также идентифицировано 5 пар родитель-ребенок, которые были похоронены вместе или близко друг к другу. Y-гаплотипы, состоящие из 19-27 коротких тандемных повторов, были получены для всех 26 исследованных мужчин. Из них можно было выделить 16 различных Y-гаплотипов, 6 из которых были общими для 2-5 человек. А 28 различных гаплотипов митохондриальной ДНК, 10 из которых были общими для 2-8 человек, также подтвердили и уточнили родственные отношения захороненных. Гаплогруппы Y-хромосомы и сравнение гаплотипов. У проанализированных людей определены субклады 5 основных гаплогрупп Y-хромосомы, а именно R, Q, N, J и G. 10 человек имели субклады R1A, Z2125 и 4 человека Z95. 5 человек были отнесены к субкладу Q1A, M120, а у 2 человек была определена гаплогруппа N, а еще у 2 гаплогруппы J1 и G1. Последняя определена с вероятностью 77,6%. Также более точно не определены субклады гаплогрупп N, J и G. А вот теперь перейдем к самому интересному. Y-гаплотипы были индивидуально сопоставлены с внутренней базой данных коротких тандемных повторов. Сразу отмечу,
что чем больше совпадений, тем ближе исследованные люди друг к другу. Этот самый высокий процент совпадений был получен для представителей Хуну с гаплогруппой R1A. Большинство из них имели Y-гаплотипы, близкие к таковым у мужчин Железного века из Красноярского края, намекая на сибирских скифов. Кстати, далее, чтобы не использовать неблагозвучную аббревиатуру из исследования, буду называть образцы по первому слову вместо находки Тамир-Улан-Хошу – Тамир. Наиболее близкие гаплотипы наблюдались между образцами Тамир-09А и 10 и двумя представителями тагарской культуры из республики Хакассия. Совпадения наблюдались также с мужчинами среднего бронзового века той же местности. К примеру, вышеупомянутый образец Тамир-10 разделял схожие гаплотипы с двумя представителями андроновской культуры. Близкие совпадения были обнаружены также с двумя представителями скифо-сибирского мира из республики Тыва. Помимо этого, образцы Тамир-09А и 10 продемонстрировали общий гаплотип с венгерским королем из династии Арпадов Белом III. При этом образцы Хуну Тамир-12 и 35 показали схожесть с другим мужчиной из королевской базилики Секеш-Фехервара, где был похоронен король Бела III, 1172-1196 годы. Интересно, что недавнее исследование установило, что ближайшими живущими родственниками династии Арпадов являются современные башкиры, преимущественно из Бурзянского и Абзелиловского районов Республики Башкортостан Российской Федерации. А происхождение первой венгерской королевской династии прослеживается до регионов Северного Афганистана около 4500 лет назад и идентифицирует башкир как их ближайших родственников с датой разделения между двумя популяциями в начале первого тысячелетия нашей эры. То есть популяции, ведущие к современным башкирам и арпадам, разделились около 2000 лет назад. Это предполагает, что группа людей, состоящая из носителей гаплогрупп, ассоциированных с тюрками R1S SUR51 и финно-уграми NB539, покинула Волго-Уральский регион около 2000 лет назад и начала миграцию, которая в конечном итоге завершилась поселением в Карпатском бассейне. Но вернемся к Хунну. Один из вышеупомянутых представителей Тамир-12 разделяет по меньшей мере 8 коротких тандемных повторов с Хунну из поселения в долине реки Эдиенгол, Монголии. Двое мужчин со множеством совпадений, Тамир-9А и 10, совместно с еще двумя Хунну Тамир-18 и 24, несли гаплотипы, как у венгерских завоевателей Мадьяр X века. А представители Тамир-36 и 48 могли быть связаны с простым воином, найденным в могилах монгольской императорской семьи Таван-Талгой, 1130-1250 годы нашей эры. Примечательно, что Тамир-13А, отнесенный к представителям тюркского круга по материальной культуре и несший гаплогруппу Y-хромосомы N, показал некоторое сходство с представителями Центральной Якутии XVIII века, а также чуть меньшее с аварами VII-VIII веков и венгерским завоевателем X века. Для других проанализированных людей кладбища Тамир-Улан-Хошу не выявлено совпадений, но это не значит, что их нет. Просто база древних гаплотипов слишком мала, около 216 тысяч. Гаплогруппы митохондриальной ДНК и сравнение гаплотипов. Идентифицированные 28 различных гаплотипов были отнесены к 11 различным основным гаплогруппам, ассоциированным как с западноевразийским происхождением, так и с восточноевразийским. Для оценки географического и временного распределения этих материнских линий было проведено сравнение целых последовательностей митохондриальной ДНК с последовательностями древних и современных людей. Западноевразийские линии. Наиболее распространенный гаплотип, номер 1, обнаруженный у 7 из 19 членов большой семьи и у одного неродственного представителя Тамир-35, был связан с гаплогруппой митохондриальной ДНК T2B3 плюс 151 и показал наиболее близкие совпадения от 3 до 4 различий с людьми, связанными с комплексом колоколовидных кубков во Франции и Испании. Другие материнские линии, выявленные в семье, относятся к гаплогруппам J2A1A1, второй гаплотип, J2B1A2A, 15-й гаплотип, или X2B4A,
10-й гаплотип. Эти линии также были близки к тем, которые встречались у представителей колоколовидных кубков или срубной культурно-исторической общности Восточной Европы. Таким образом, все материнские линии, обнаруженные в выявленной большой семье, имели западноевразийское происхождение. Два гаплотипа номер 3 и номер 16, принадлежащие к гаплогруппе T1A1, были близки к людям, ассоциированным с комплексом колоколовидных кубков из Чехии, Германии и Великобритании, а также к средневековому жителю из Венгрии, связанного с лангобардами. Второй наиболее представленный гаплотип, номер 13, обнаруженный у 5 членов семейной группы из 5 поколений и связанный с гаплогруппой H47, довольно отдаленно связан, 5 различий, с человеком из неолитической стоянки в Восточной Венгрии. Еще два гаплотипа хунну, принадлежащие гаплогруппам H5A1 и H7B, были близки к представителям неолита и бронзового века Европы. 4 различия. Другие европейские линии принадлежали гаплогруппам H2A1, J1D5, U2E2A1, U5A1A1 и U5A1 плюс A1. Но из них только два последних гаплотипа были тесно связаны с обнаруженными у представителей культуры колоколовидных кубков. Помимо этого, у мужчины Тамир-44 с гаплогруппой митохондриальной ДНК U5A1 плюс A1 были совпадения 4 различия с представителями баденской культуры, лангобардами VI-VII веков и аварскими группами. Восточноевразийские линии. Что касается восточноевразийских линий, то совпадений оказалось не так много, как в случае с западноевразийскими, вероятно, в связи с меньшим числом опубликованных данных от образцов из азиатских археологических памятников. Тем не менее, гаплотип митохондриальной ДНК номер 22, переносимый Тамир-37 и связанный с гаплогруппой D4J8, имел 4 различия с гаплотипом представителя Якутии XIX века. А гаплотип Тамир-46, связанный с гаплогруппой D4J7, был тесно связан с гаплотипами 3 человек скифо-сибирского мира из республики Тыва. Также 4 различия. Гаплотип номер 19 Тамир-30B показал всего 3 различия с гаплотипом захороненного в позднесарматских Темясовских курганах республики Башкортостан 1-3 века. И гаплотип номер 26 гаплогруппы G2A1D2 образцов Тамир-43 и 45 продемонстрировал единственное различие с венгерским завоевателем X века. Фенотипический анализ членов семьи. Фенотипический анализ 7 из 19 представителей большой семьи позволил оценить их цвет волос, глаз, а также биогеографическую родословную. Образец Тамир-01, который разделял европейскую линию митохондриальной ДНК T2B3 плюс 151 со своей родной или сводной сестрой Тамир-15 и ее потомством, нес азиатский гаплотип гаплогруппы Y хромосомы Q1A M120 и имел черные волосы и карие глаза, а также смешанное европейско-восточно-азиатское происхождение, впрочем, как и ожидалось. В свою очередь Тамир-01 вступил в контакт с женщиной Тамир-02C, которая по материнской линии была европейского происхождения, с гаплогруппой J2A1A1. Их дети Тамир-03 и Тамир-26 имели уже более смешанное происхождение, и цвет их волос, по-видимому, был немного светлее. Далее Тамир-26 завел потомство с 2 женщинами, также с западноевразийскими материнскими линиями. Женами или нет, неизвестно. Были найдены только потомки, причем все женского пола, несущие гаплогруппу H47. Одна из дочерей Тамир-19 вышла замуж за Тамир-23 с отцовской линией R1A Z95 и материнской линией J2B1A2A, тоже европейского происхождения. И у их сына Тамир-18 были более светлые волосы, а по результатам анализов генетически он уже был полностью европейского происхождения, но родившийся на территории современной Монголии. Тут прям монгольская Санта-Барбара какая-то. Также прогноз европейского генетического происхождения для Тамир-25, внука Тамир-15,
согласуется с его отцовскими и материнскими западноевразийскими гаплотипами, принадлежащими гаплогруппам R1A Z2125 и T2B3. А теперь подведем итоги. Совместный анализ аутосомных и однополых маркеров показал, что участок Тамир-Улан-Хошу представляет собой семейное кладбище без признаков различий по полу. Мужчины и женщины были захоронены в равных соотношениях, в одних и тех же типах гробниц и со схожим количеством погребального инвентаря. Подобная практика наблюдалась и на другом кладбище Хунну, в Северном Китае могильник Дао-Дуньцзы. Было высказано предположение, что такая практика, вероятно, была присуща кочевым скотоводам, чьи средства к существованию зависят как от мужчин, так и от женщин и детей. Это контрастирует с другими кладбищами, где отсутствуют взрослые потомки женского пола, что объясняется женской экзогамией, то есть заключением ими браков за пределами своей социальной группы. Многомаркерный подход позволил реконструировать генеалогическое древо, охватывающее 5 поколений с 2 ветвями. Первая ветвь состояла из потомков мужчины Тамир-01, умершего в возрасте более 30 лет, а вторая ветвь из потомков его родной или сводной сестры Тамир-15, которая была похоронена в возрасте более 50 лет в одной из самых больших и глубоких могил южной части кладбища. Они унаследовали западноевразийскую материнскую линию T2B3, а брат Тамир-01 вдобавок унаследовал восточноевразийскую отцовскую линию Q1A M120. Носители этой гаплогруппы Y-хромосомы, по-видимому, мигрировали из Монголии в Китай в период неолита и распространились по Китаю около 3000 лет назад. Гаплогруппа Q1A M120 наблюдалась с высокой частотой у жителей центральной равнины Китая Джуньюань. Исследователи предполагают, что обнаруженная семья из 5 поколений берет свое начало от смешанных браков хунну европейско-восточноазиатского происхождения. При этом потомки этого союза образовывали последующие пары с мужчинами или женщинами с линиями западноевразийского происхождения. Вероятно, это было престижно. Помимо образцов Тамир-01 и его сына Тамир-26, все члены этой предполагаемой элитной семьи имели западноевразийские материнские линии HJTX и отцовскую линию R1A, в связи с чем потомки Тамир-01 в каждом последующем поколении, а именно дети Тамир-03 и 26, а также его внук Тамир-23 и правнук Тамир-18, имели все более светлые волосы. Проще говоря, у хунну смешанного европейско-восточноазиатского происхождения после заключения браков с людьми, у которых было больше западноевразийской родословной, в каждом последующем поколении рождались дети с генетическим профилем все ближе и ближе к европейскому. К примеру, у представителя хунну смешанного происхождения Тамир-01, внук Тамир-23 и правнук Тамир-18 показывают уже полностью европейский генетический профиль. Обратите внимание, какие изменения происходят всего за 3 поколения. Примечательно, что потомки женщины Тамир-15 и их супруги Тамир-36, 34, 48, 25, 13b и 40 были найдены в самых крупных захоронениях, что является маркером высокого социального статуса. Это может свидетельствовать о том, что после смерти ее родного или сводного брата Тамир-01, Тамир-15 могла стать лидером этой семьи. А что стало тому причиной, либо его некомпетентность, либо даже азиатское происхождение по отцовской линии, как упоминают авторы, установить пока не получилось. Описание гробницы статусной женщины на кладбище Сигупань периода хунну поддерживает гипотезу о высоком статусе женщин и предполагает, как и некоторые предыдущие исследования, что у кочевников раннего Железного века женщина могла также достичь высокого положения в обществе, как и мужчина. Возможно, что передавая власть своим дочерям, вожди того периода были уверены в сохранении полного контроля над своими территориями. Помимо этого, Тамир-24, также похороненный в одной из крупнейших гробниц некрополя, был обозначен как возможный родственник дочери Тамир-15, Тамир-34. А это усиливает мнение о том, что эта ветвь генеалогии связана с особенно высоким статусом.
А в целом анализ мест захоронения показал, что решения о похоронах основаны на сочетании семейных связей и статуса. Мужей и жен хоронили близко друг к другу, а также к их детям, умершим в подростковом возрасте или младенчестве, в отличие от взрослых детей с собственными семьями, у которых были отдаленные могилы. Если ребенок умирал раньше своих родителей, он мог быть похоронен рядом с предком. Как, к примеру, Тамир-11 была похоронена рядом со своей прапрабабушкой Тамир-15. Подобные практики захоронения на основе биологического родства также были описаны, хотя и в меньшей степени, в некрополе Хунну в долине реки Эгейнгол Северной Монголии. Генетические сравнения образцов Тамир-Улан-Хошу с другими группами Хунну не выявили большого сходства в составе Y-гаплогруппы, невзирая на то, что R1A1A ранее была зарегистрирована в захоронениях элиты Хунну в Дурлинг-Нарс в северо-восточной Монголии и у 3 человек долины Эгейнгол. Среди новых образцов все гаплотипы R1A тесно связаны и были отнесены к возникшей в евразийских степях азиатской ветви гаплогруппы R1A Z93, а именно к 2 субкладам Z95 и Z2125. Большинство из этих гаплотипов были очень близки к таковым у южносибирских жителей среднего бронзового и железного века из Красноярского края и Республики Тыва, что указывает на наличие среди предков Хунну представителей андроновской культуры и сибирских скифов, как это и предполагалось ранее, намекая на енисейскую гипотезу. Кроме того, эти гаплотипы совпадали с таковыми у мадьяр, что может указывать на сохранение некоторых отцовских линий Хунну в генофонде ранних венгерских завоевателей. Помимо этого, совпадения на уровне гаплотипов наблюдались между ассоциированным с тюрками носителем гаплогруппы Y-хромосомы N, Тамир-13A, и аварами VII века, а также с якутами XV-XIX веков. Этот так называемый тюркский гаплотип, связанный с гаплогруппой N1A1 или NTAT, может указывать на то, что авары произошли от людей, живших в Монголии и в районе озера Байкал. Это может также стать первым прямым доказательством того, что тюркоязычные якуты были сформированы при участии людей из той же местности. Исследованные представители элиты Хунну демонстрируют более высокое разнообразие материнских линий, в противовес отцовским, что согласуется с патрилокальными браками, когда жена переходит в общину или дом мужа, поскольку единственными взрослыми женщинами в генеалогии были жены, похороненные рядом со своими мужьями. Однако заметными исключениями были статусная женщина Тамир-15, которая была похоронена на том же кладбище, что и ее брат, а также ее дочь Тамир-34, которая была похоронена на том же кладбище, что и ее мать, несмотря на то, что у нее самой была семья и дети. Разнообразный митохондриальный генофонд Тамир-Улан-Хошу содержит равные пропорции западных и восточных компонентов, контрастируя с некрополем Эгейнгол, в котором большинство гаплогрупп митохондриальной ДНК имели азиатское происхождение. Этот баланс между Востоком и Западом в линиях митохондриальной ДНК Тамир-Улан-Хошу в основном обусловлен генетическим вкладом большой семьи, в которой все материнские линии имели западноевразийское происхождение, в то время как 2/3 людей за пределами этой семьи имели восточноевразийское генетическое происхождение. Наиболее похожие гаплотипы митохондриальной ДНК встречаются к западу от Урала, главным образом у людей, связанных с комплексом колоколовидных кубков, что неудивительно, учитывая их контакты со степными популяциями. А некоторые совпадения по мужской линии наблюдались также с раннесредневековыми аварами и мадьярами. В работе прошлого года было отмечено, что восточноевразийские субклады R1A-Z94 и R1A-Z2124 были общими для элиты гуннов, аваров и мадьяров и, скорее всего, принадлежали к ветви, которая наблюдалась у представителей Хунну из этого исследования. Более того, гаплогруппы Q1A и N1A также были основными компонентами этих кочевых групп, что усиливает мнение о том, что гунны, а следовательно авары и венгерские завоеватели-мадьяры, могли в значительной степени происходить от Хунну. После того, как Хунну были побеждены и поглощены китайской династией Хань,
Их северные представители бежали на северо-запад, а уже часть их потомков, вероятно, мигрировала через Евразию и завоевала Карпатский бассейн, а другая часть хуну участвовала в формировании якутских популяций, на что указывают гаплотипы Тамир-Улан-Хошу. Подводя окончательный итог, следует отметить, что это обширное исследование захоронений хуну позволило исследователям реконструировать большую семью из 5 поколений и показать, что племена хуну Центральной Монголии хоронили своих умерших в соответствии с семейными связями. При этом результаты показали, что, по крайней мере, некоторые женщины могли быть социально равными мужчинам. И, пожалуй, для многих зрителей будет самым интересным то, что у хуну прослеживаются предковые линии сибирских скифов, а некоторые отцовские и материнские гаплотипы самих хуну обнаружены в генофонде гуннов, аваров, а также мадьяров, то есть народов скифо-сибирского происхождения, которые ассоциируются с завоеваниями. А я на этом не прощаюсь. Хорошего вам настроения и до новых выпусков. И благодарю, что досмотрели до конца.